Ассаламу алейкум. На фоне уже состоявшихся переговоров между Зеленским и Трампом хотелось бы вам зачитать одну статью, которую больше поймет чеченский народ и должны понять украинцы. Итак, Украину хотят пустить по чеченскому варианту. После представления ЕС многомиллиардного кредита для продолжения оборонительной войны против российского агрессора, все отчетливо вырисовывается новая картина действий, возникшая у противников украинского государства. Пустить ее по чеченскому варианту развития событий в Ичкерии периода 1996-1999 годов. В планы российского агрессора входит навязывание Украине проведения референдума по территориям, на которые претендует агрессор, что повлечет за собой раскол в обществе на сторонников и противников данной затеи, а также на предателей и патриотов страны, обвиняющих друг друга в чрезмерном радикализме позиций или же в проявлении малодушия перед лицом нависшей над страной угрозы. Эта ситуация еще более усугубится до и после проведения президентских выборов в Украине, которые повлекут за собой активизацию борьбы за власть с участием антикоррупционных структур НАБУ и САП, а также с привлечением Высшего антикоррупционного суда страны ВАКС. На фоне борьбы за власть и ослабления авторитета и влияния Украины как внутри страны, так и за ее пределами, не без помощи России появятся автономные вооруженные группировки, в составе которых будут находиться иностранные граждане, не признающие мирных договоренностей с Россией. Эти группировки будут терроризировать новую власть в Украине и совершать набеги на Россию, Беларусь, а возможно и Польшу, что даст формальный повод обвинить Украину в несоблюдении мирных договоренностей, достигнутых сторонами, что и по идее должно оправдать очередную военную агрессию против ослабленной и расколотой Украины. Разумеется, что все это будет предварено показом ужасающих картин жертв набега или совершенного террористического акта с задержанием исполнителями данного действия, свидетельствующими против своих кураторов из СБУ. Так было и вчера образца 1996-1999 года. А если желание борьбы за власть возобладает над здравым смыслом, это же может повториться и в Украине. Вот такой сценарий Российская Федерация готовит Украине.